день. Мы сегодня находимся на очередной площадке, если можно ее назвать площадкой варварского отношения наших органов власти. Здесь когда-то в 96 году, я помню, был открыт завод, запущен завод, спиртзавод, значит, который на линии зоны экономического благоприятия открывался. Это немецкая компания Schmittig, ПРГ, город Кёльн. Этот завод, контрактная стоимость которого на тот момент была 6 миллионов 700 тысяч долларов, около 7 миллионов долларов. Последним видом модификации оборудования, значит, производственная мощность завода составляла 1000 декалитров спирта в сутки, а также цех розлива водки мощностью 6000 бутылок в час. В дальнейшем на территории завода был построен цех для выдержки коньячных спиртов общей вместимостью 100 тысяч декалитров, купажное отделение для приготовления, очистки, водочной сортировки, склад для хранения основных и вспомогательных материалов. К заводу, я помню, была проведена железнодорожная ветка протяженностью около 2 километров. Подведена была инфраструктура для функционирования производства. Построена весовая для приемки сырья. Территория огорожена по всему периметру, как мы видим, капитальной стеной, забором. Дальше было построен административный корпус. Было потрачено еще, вложено 3 миллиона долларов. Всего было 10 миллионов долларов. 1996 года. Значит, это по сегодняшним ценам это около миллиарда рублей. Значит, завод когда-то запускался, не запускался, значит, останавливался по тем или иным субъективно-объективным причинам. Но зато завод был готов. Но мы, как истинные мусульмане, когда относится дело к этому заводу, мы харамные не принимаем. Но мы комбинаторы, мы находим выходы из этой ситуации, и мы вышли из этой ситуации за счет, значит, наших главы республики, председателя правительства Чалиева, значит, и находятся те, которые нашли применение этому заводу. Значит, этот завод был с корнями, как мы видим, все вырвано отсюда, новейшее оборудование, новейший завод. По последнему виду модификации был завод. Но он вырван с корнями, мы видим сегодня голую площадку, без ведома, значит, если это не кража, тайно оно было вырвано, все это оборудование, все эти ангары, все, что было к нему, значит, оно было вывезено. По нашим данным, оно вывезено в населенный пункт Северной Осетии-Нар, где он сегодня функционирует, запущен. И по нашим данным, по непроверенным данным, работает пополам. Там оно не харамное уже. Оттуда мы можем получать не мы, а именно Чалиевы, Евкуровы могут получать оттуда, значит, какие-то проценты с этого завода, от функционирования этого завода. Но значит, здесь, вместо того, чтобы можно было рабочие места создать, но мы, как истинные мусульмане, мы не хотим ни создания рабочих мест, ни функционирования этого завода, ни поступления в бюджет. И поэтому вырвано было с корнями и перевезено туда, к своим братьям, значит, и населенный пункт Нар, где он сегодня, по нашим данным, функционирует. Хотя в 2009 году нашим органам власти в лице Евкурова, Чалиева были предложены варианты, значит, именно специалистами, которые имеют опыт работы в различных отраслях пищевой промышленности, значит, с предложением перепрофилировать спиртзавод в образцовый пищевой комбинат по производству разнообразной пищевой продукции премиум-класса для нужд жителей республики. Предлагалось для этих целей использовать денежные средства, вырученные от продажи оборудования спиртзавода. К сожалению, никакого понимания руководства республики не проявило к решению этого вопроса. И 5 лет назад волонтерским решением с барского плеча руководство, как я говорил, снимает с корнями этот завод, все это оборудование и подарили
значит, соседнему субъекту, своим друзьям. И он сегодня функционирует там. Наши территории, на которой мы сейчас сегодня находимся, территория, которая была в прошлом под этот спиртзавод, сегодня, не знаю по каким, значит, заслугам, попадает опять всему нашему народу известный Оригинал. Есть фирма Оригинал, строительная компания в лице Шаухалова и Евкурова, по нашим данным, Магомеда. Значит, там у нас по Минимушту она проходит как 2 гектара, не знаю почему. Хотя по тем прошлым документам она была около 5 гектаров. И мы сегодня видим, что эта площадь примерно, да, 5 гектаров земли. Почему она сегодня попадает в аренду, якобы в аренду на 5 лет Шаухалову за какие-то гроши. Но сегодня мы видим, что на этой территории делается и какой вид этой территории. Почему? Поэтому я прошу органы прокуратуры, значит, МВД, приехать сюда, посмотреть и возбудить уголовное дело по краже. Другого слова этому факту нет. Это было тайное похищение всего этого спиртзавода и вывезено. Да, действительно, производство алкоголя, содержащей продукции, оно не приветствуется, является харамным в исламе. Но сам спирт, он используется в народном хозяйстве, является необходимым компонентом, в том числе для приготовления лекарств. Поэтому при желании можно было это производство, его модернизировать, перестроить его, выпускать пищевой спирт, выпускать технический спирт, который можно было применять в промышленности, применять для производства лекарств, применять для производства различной моющейся продукции. При желании можно было этот завод перепрофилировать, выпускать здесь, например, пищевые продукты, соки, таким же успехом можно выпускать, лимонады можно было делать. То есть при желании можно было много очень нужной, необходимой продукции для республики, для населения создать, в том числе и рабочие места создавать. Но нашли самый простой путь, это просто оборудование продать, металл тоже продать, здания все разрушить, а территорию эту в 2016 году передали по договору аренды, республика передала строительной компании «Оригинал» на 5 лет, стоимость аренды 100 тысяч рублей в год. Поэтому мы предлагаем Министерству имущественного отношения республики расторгнуть этот договор аренды, вернуть обратно эту территорию, ибо оно буквально через 2 года мы увидим, в чьи руки оно окончательно, без каких-либо договоров, оно уйдет. Поэтому я требую, я прошу вернуть Министерству имущественных отношений всю эту территорию обратно и передать его муниципальным или Карабулак, и в дальнейшем использовать его именно куда-то для нужд, для республики, для города Карабулак, но не на руки кому-то. Было бы хорошо, если бы Министерство по имущественным отношениям Республики Ингушетии, ФАС, проверило бы, соответствует ли эта сделка по передаче этой земли в аренду строительной компании рыночным условиям, соответствует ли она требованиям, которые предъявляются по закону о конкуренции, о создании конкурентной среды, насколько обоснована цена, установленная в аренду этого участка земли. И действительно ли в аренду передано 2 гектара, а не 5 гектаров земли, как у нас есть сведения о том, что территория составляет 5 гектаров земли. Хотя по договору здесь меньше 2 гектаров указано в договоре. Я прошу еще раз правоохранительных органов оценить ущерб, нанесенный республике этим хищением этого оборудования, этого завода. Что мы потеряли? Кто должен за это отвечать? Возбудить уголовное дело, определить виновных за это варварское отношение и привлечь к ответственности. Спасибо.